Спартакиада работников образования традиционная. Эти соревнования стали 16-ми по счету. В них приняли участие команды 8 школ, гимназий и детсада. Они соревновались по 6 видам спорта – пулевой стрельбе, настольным играм, хамовский хабалык, ГТО, перетягиванию каната. По стрельбе из лука главные соперники – команды Мегиналдана из села Ударник, где обучается 13 детей. В итоге лучшей в этом виде спорта признана Егинская школа из Ударника. Мы знали, что выйдем в финал именно с ними. И соревновались уже почти год вместе. И сегодня победили их. Это значит, что даже в маленькой малокомплектной школе можно выйти победителем. У каждой команды есть свои сильные стороны. Представители детсада крымчан опередили всех в дарте. Арталонская основная школа лидировала по пулевой стрельбе. Оба учреждения из Байгантайского наслега, родины снайпера-героя Хлопкова. Сосыльская школа вырвала победу по общей физической подготовке, а Хандыкской средней школе не было равных в самом зрелищном бою – перетягиванию каната. А педагоги еще раз доказали, что личный пример – залог успеха. Определились уже победители. Есть другим, которые проигравшим командам, есть к чему стремиться на следующий год. На самом деле такие мероприятия очень важны для педагогических работников образования, чтобы они стали примером для детей и пропаганды здорового образа жизни. По результатам всех этапов спартакиады первое место было присуждено команде Мегиналданской средней школы. Но мы ожидали, что мы попадем в тройку призеров, потому что у нас культивируемые виды, это, например, стрельба традиционного лука, пулевая стрельба, настольные игры. Ну, вот эти игры у нас хорошо культивируются и в школе, и вообще по поселку. Второе место заняла Энгинская средняя школа и замкнула тройку призеров Сосыльская школа. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район.